Кайрылуу күн әріптестер, Алматы қаласының өңірлік коммуникациялар қызметі өз жұмысын бастайды. Президент региональной службы коммуникации города Алматы начинает свою работу. Бүгінгі баспасөз конференциясында Алматы қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының 2023 жылдың қорытындысы бойынша қызметі және 2024 жылға арналған жоспарлары туралы айтатын боламыз. Біздің кезекті спикерлерімізбен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Жаубасов Бауыржан Жанатұлы, Алматы қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы. Сұлтанғазиев Аманат Абайұлы, Алматы қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының тең мүмкіндіктер бөлімінің басшысы. Мұхамметова Гүлнар Сұлтанқызы, Алматы қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының әлеуметтік төлемдер бөлімінің басшысы. Жаңабаев Әділет Дәулетұлы, Алматы қаласының Мансап орталығының басшысы. Қош келдіңіздер. Сөз кезегі өзіңізде. Бауыржан Жанатұлы. Сәлеметсіздер ме, құрметті алматылықтар, құрметті бұқаралық ақпараттар құралдарының өкілдері. Бүгін біз жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының 23 жылдағы қорытындылары бойынша және 24 жылдарға арналған жоспарлары туралы баяндап беруге рұқсат етіңіздер. Өздеріңіз білетіндей, 23 жылы сәуір айында президенттің жарлығы бойынша бюрократиядан айырылу жарлығына сәйкес Алматы қаласындағы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының бірқатар функциялары аудандық әкімдіктерге берілді. Бұл функциялар мұқтаж адамдарды әлеуметтік төлемдермен және мүгедек азаматтарды оңалту құралдарымен қамтамасыз ету функциялары, сондай-ақ әлеуметтік жобаларды іске асыру, басқарма берілген функцияларды үйлестіру, жоғары тұрған органдарға есептілікті жүзеге асыру, сонымен қатар басқарма қызметі әлеуметтік саланың негізгі стратегиялық міндеттерін іске асыруға байланысты шараларды жүзеге асыру біздің басқармамызға жүктелген. По вопросам занятости населения азаматтарды жұмыспен қамту бойынша 2023 жылғы шілдеден бастап Қазақстан Республикасының әлеуметтік кодексінің іске асыруға байланысты біз халықты жұмыспен қамту орталығын еңбек мобильдігі орталығына және Мансап орталығына трансформациялау жүргіздік. Целью трансформации и в целом целью Центра трудовой мобильности является координация рынка труда, взаимодействие с другими координационными органами регионов, а также функции по приему населения и направления безработных на активные меры занятости, закрепление их за карьерным центром. В целом, в 2023 году вовлечены в активные меры занятости 87,4 тысячи человек, было направлено 15 миллиардов тенге. Из них на постоянные и временные рабочие места трудоустроенные 41,5 тысячи человек, это 47,5%, получили поддержку по проекту «Бизнес-Бастау» и грантам свыше 10 тысяч человек, начинающих предпринимателей. Выданы льготные кредиты, микрокредиты под 2,5 ставки до 5 миллионов тенге 135 молодым предпринимателям, желающих открыть свой бизнес. Также прошли обучение на курсах более 4 тысяч человек, проведена профориентация среди 31 тысячи человек, 31 тысяч школьников, студентов и безработных. В 2023 году в рамках национальных проектов и субъектами предпринимательства создано 89,9 тысяч рабочих мест, из которых 81% или 72,8 тысяч – это постоянные рабочие места. Таким образом, все предпринимаемые государством меры по обеспечению занятости населения позволили снизить уровень безработицы в городе Алматы с 5% до 4,8%. Одной из целей дальнейшего развития занятости является полная цифровизация всех услуг и мер поддержки в рамках и электронной биржи труда Еңбек.kz. Вместе с тем хотелось бы отметить об основных или ряда проблемных вопросов, которые существовали
в рамках деятельности программ занятости. Это многократное участие безработных лиц в программах общественной работы, социальные рабочие места, серебряный возраст, а также нежелание некоторых участников программ повышать свою квалификацию и трудоустраиваться. В целях повышения эффективности реализуемых программ занятости безработные, участвующие на общественных работах, в обязательном порядке будут проходить онлайн-обучение на портале Skills для получения новых профессий и навыков. Данная мера внедрена с 2024 года для повышения эффективности. Согласно трудовому договору, работодатель обязан организовать обучение безработных в течение периода их работы, в течение 12 месяцев нахождения на программах занятости, что предотвратит повторное участие безработных в программах занятости, будет способствовать трудоустройству безработных на постоянные рабочие места. Алгоритм простой. В период нахождения на программах занятости участник получает возможность обучения, онлайн-обучения в течение месяца. То есть одна специальность, месяц обучается, получает сертификат. И в дальнейшем, после завершения программы занятости, например, на общественных работах, он может трудоустроиться на вакантные должности, которые у нас в базе имеются и на которые мы направляем для дальнейшего трудоустройства на постоянные рабочие места. В целом, эта мера, я бы хотел в целом и определить, и разъяснить философию и понимание программ занятости и субсидируемых рабочих мест. Вот все действующие программы занятости направлены на то, чтобы вывести человека из трудной жизненной ситуации, дать ему возможность для того, чтобы получить заработок и получить новые навыки, и также получить адаптацию на рабочем месте. Смысл заключается в том, что субсидируемые рабочие места предназначены только для лиц, безработных лиц и низкоквалифицированных. И наше новшество по обучению, оно дает возможность получить дополнительные возможности для дальнейшего трудоустройства. То есть программы занятости, в целом это единая философия по всей стране, это дать возможности выйти из трудной жизненной ситуации, получить навыки и получить возможность для дальнейшего трудоустройства. Для вовлечения молодежи в программы занятости на системной основе проводятся ярмарки вакансий, информационная работа в вузах и колледжах, однако проводимые меры не дают должного эффекта. В связи с этим разработан новый алгоритм по вовлечению выпускников вузов и колледжей в программы занятости, которые мы в 2024 году уже начали реализовывать. Через сайт ЖАС Алматы КЗ, Управление молодежной политики, на постоянной основе будут вноситься в единое хранилище данных Управления цифровизации актуальные сведения о выпускниках вузов и колледжей, нуждающихся в трудоустройстве. Таким образом, будет создана база безработных выпускников вузов и колледжей, с которыми будет уже работать Центр трудовой мобильности и карьерный центр для дальнейшего трудоустройства на имеющиеся вакансии или в рамках наших программ занятости, такие как молодежная практика и первое рабочее место. Данный механизм решит проблему молодежной безработицы, в том числе и усилит работу с молодежью категории НИД. Также я хотел пояснить, что данная программа, которую мы вводим, создание единой базы данных по желающим трудоустроиться молодежи, каждый молодой человек, он будет иметь возможность через сайт ЖАС Алматы заполнить профиль и указать в анкете желаемую профессию, где он хочет работать, условия определенные там, по должностному окладу, по рабочему времени. И эти данные будут скапливаться в единое хранилище данных, с которым и на ежедневной основе будут работать наши специалисты. В целом в 2024 году планируется обеспечить мерами занятости 12,5 тысяч человек, создание более 90 500 рабочих мест, в том числе 67 654 или 74,7% это постоянных рабочих мест и, соответственно, выдать микрокредитов для 617 молодых предпринимателей. Следующий вопрос по вопросам социальной помощи. Азамат Тарга
көмек көрсету. Аз қамтылған халықты қолдау бағыттарының бірі әлеуметтік көмектің 17 түрі көрсету болып табылады. Әлеуметтік көмектің негізгі алушылары бұл ардагерлер және оларға теңестірілген азаматтар, жалғызбасты зейнеткерлер, мүгедектігі бар азаматтар, өмірлік қиын жағдайға тап болған азаматтар, әлеуметтік маңызы бар аурулардың кейбір түрлері бар азаматтар, ол мысалға туберкулезбен ауыратын, не болмаса ВИЧ-инфекциясы бар азаматтар. Необходимо отметить, что ежегодно размеры социальной помощи пересматриваются в сторону увеличения, а также вводятся новые виды социальной помощи. В целях дополнительной социальной поддержки внесены изменения в действующие решения Маслихата города Алматы, где реабилитированным участникам декабрьских событий 1986 года, вот мы говорим о участнике жельтохсановцы, им повышен размер единовременной социальной помощи ко Дню независимости Республики Казахстан со 150 тысяч тенге до 250 тысяч тенге. Эту помощь уже получили в 2023 году 676 участников декабрьских событий, и, соответственно, и последующие годы размер их пособия он вырос до 250 тысяч тенге. Для ветеранов боевых действий на территории других государств введена новая выплата ко дню вывода войск ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Вы знаете, что в текущем году приближается юбилейная дата данного дня. Им также повышена единовременная социальная помощь в размере 100 тысяч тенге к этому дню, 15 февраля. Также им выдается дополнительная социальная помощь на 9 мая еще 100 тысяч тенге. Таким образом, для ветеранов-афганцам и участников боевых действий на территории других государств с 2024 года в совокупе будет выплачиваться 200 тысяч тенге каждому единовременно. Кроме того, с 2024 года предусмотрено предоставление ежегодного санаторно-курортного лечения в соответствии с установленными квотами. Например, что касается участников декабрьских событий 1986 года, жельтохсановцев, им предусмотрено 120 квот, и ветеранам боевых действий на территории других государств, куда и входят и ветераны-афганцы, им 180 квот выделяются. Также мы исключили норму, где данная услуга может оказана только лицам пенсионного возраста, то есть даже те, кто не достиг пенсионного возраста, могут получить соответствующую услугу, но учитывая их прожиточный минимум. Прожиточный минимум? 3 прожиточного минимума, да. Это вот согласно данным, это 180 тысяч тенге, да, не должно превышать 180 тысяч тенге. Также реабилитированные участники декабрьских событий, жельтохсановцы, имеют право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте, кроме такси. Решение Маслихата, соответствующее решение Маслихата было внесено изменение. В целом, в 2024 году планируется обеспечить дополнительными мерами социальной поддержки 2,9 тысяч ветеранов-афганцев и 700 участников декабрьских событий. В связи с повышением тарифов на коммунальные услуги введена компенсация для 8 категорий СУСН в размере 0,6 МРП. Далее, что касается адресной социальной помощи, то в 2023 году адресная социальная помощь оказана 21 тысячи человек, более 21 тысячи человек. Более того, получатели АСП, имеющие детей от 1 до 6 лет, обеспечиваются денежными выплатами на сумму 5175 тенге на каждого ребенка. Предусматривается и жилищная помощь и инвалидам Великой Отечественной войны. Далее, малообеспеченным семьям возмещаются затраты на проведение и установку газового оборудования. По всем мерам социального обеспечения они могут обратиться в собезы районов, и также для консультации мы можем в Доме социальных услуг реализовать эту консультацию. Касательно социальной поддержки лиц с инвалидностью, я хотел отметить, что в Алмате у нас имеются 56,7 тысяч лиц с инвалидностью разной категории. В 2023 году выделено 12,7 миллиардов тенге. Объем финансирования, выделяемых на
социальную поддержку для лиц с инвалидностью ежегодно увеличивается. Значит, в 2023 году обратилось 39 тысяч лиц с инвалидностью за обеспечением техническими средствами. Все они были, 35 тысяч человек было обеспечено, то есть 90% охват. Обеспечение средствами реабилитации осуществляется через портал социальных услуг. Кроме того, предусмотрено в дорожной карте программы развития Алматы обеспечением специальными инновационными дорогостоящими техническими средствами для лиц с инвалидностью. В целом инновационными средствами обеспечено 430 человек, и данная мера в 2024 году будет продолжена. По поручению Акима города приняты меры по масштабированию проектов Центра Тенкугам. Также реализуется проект по инватакси с применением агрегатора Яндекс.Такси. Ведется работа по безбарьерной среде, по паспортизации объектов. В 2023 году мы завершили паспортизацию 7,5 тысяч объектов. В 2024 году предусмотрена паспортизация 15 тысяч объектов с дальнейшей их адаптацией. Необходимо отметить о том, что у нас в управлении реализуются специальные социальные услуги через наши 10 медико-социальных учреждений, которые реализуются для лиц с инвалидностью, с психоневрологическими заболеваниями до 18 и после 18 лет. В целом я бы хотел отметить, что реализация социальных проектов также имеет важную роль, и у нас реализуется ряд социальных проектов как в районах акимата, так и управлением занятости социальных программ. В целом в 2023 году в городе совместно с районными аппаратами и Центром трудовой мобильности оказаны меры поддержки 360 тысяч человек, и данная работа будет продолжена в 2024 году для повышения благосостояния населения. Спасибо вам за представленную информацию. Далее мы переходим к сессии вопрос-ответ. Құрметті әріптестер, енді біз сұрақ жауап бөліміне өтетін боламыз. Первой на нашу конференцию аккредитовалась журналист газеты «Вечерняя Алматы». Наталья, вам слово. Добрый день. В своем докладе вы упомянули инватакси и агрегатор Яндекс. Планируется ли подключение и других агрегаторов такси для оказания данной услуги? Спасибо за вопрос, коллеги. Поможете с ответами, пожалуйста. Добрый день. Да, услуга инватакси у нас, согласно действующего законодательства, предоставляется в рамках государственного социального заказа. Государственный социальный заказ размещается среди неправительственных организаций. Но для большего охвата лиц с инвалидностью услугой инватакси с июля месяца 2023 года совместно с Министерством труда был запущен пилотный проект Яндекс.Такси. Через Яндекс.Такси мы дополнительно смогли охватить около 600 лиц с инвалидностью. И по итогам 2023 года мы презентацию направили по итогам данного проекта в Министерство труда для внесения последующих изменений. В настоящее время Министерство труда прорабатывается вопрос внесения изменений в действующее законодательство. Это в правила оказания услуги инватакси, в правила проведения государственных закупок, в закон о государственных закупках. Цель одна – это вывести услугу инватакси из сферы государственных закупок. При реализации этих инициатив мы сможем привлечь разные агрегаторы, в том числе Яндекс.Такси и другие действующие агрегаторы. Спасибо. Спасибо за ответ. Следующий Спасибо вопрос. большое. Как вы отметили, около 89 тысяч человек трудоустроены в Алматы. Какие рабочие специальности в основном выбирают соискатели? Можете назвать топ-профессии, которые пользуются сейчас популярностью у алматинцев? Я передам слово представителю центра, карьерного центра, пожалуйста. Спасибо за вопрос. Да, у нас создано более 80 тысяч рабочих мест. Если говорить о топ-профессии и отраслей, то на первом месте у нас образование и воспитание, более 571 вакансия. Это преподаватели, учителя, воспитатели, методист, инструктор по охране и безопасности. На втором месте у нас идет медицина и фармацевтика, это врачи, фармацевты и санитарки. Третье – это у нас профессии без квалификации.
более 231 вакансии. Это вот уборщик, грузчик, сейчас вот гардеробщики разнорабочие. Четвертый это у нас финансы и бухучет. Это вот бухгалтера, финансисты, консультанты по торговым операциям. И на пятом месте у нас торговля и складирование. Это получается опять же бухгалтера 1С, продавцы непродовольственных товаров, кладовщики, а также водители-экспедиторы, ну, в том числе торговые представители, если вот говорить о топ-5 отраслей. Благодарю за ответ. Спасибо за вопрос, Наталья. Келесі сөз кезегі Алматы ақшамының журналистіне беріледі. Нұржамал Әлішеу. Жақсы күн болсын баршаңызға. Менің сұрағым, еңбекке жарамды, мүмкіндігі шектеулі адамдарды жұмыспен қамту көрсеткіш туралы айтып кетіңізші. Олар мысалға кәсіптік оқуға қатыса ала ма? Иә, бізде мүмкіндік шектеулі азаматшыларға арнайы жобаларымыз бар. Мысалы, былтырдан бері бізде әлеуметтік жұмыс орындары бар, арнайы орынмен жабдықталған орындар бар. 500-ге жуық мүгедектен астам азаматтар, мүгедектігі бар азаматтар сол жобаға қатысып жатыр. Және де біліктілігін арттыру үшін кәсіптік оқытуға да жібереміз. Арнайы оқу орындары бар, және де онлайн курстар бар. Офлайн оқуға келсе, офлайнды жаңағы біліктілігін арттыру үшін оқу курстарына жібереміз. Келесі сұрақ. Егер қателеспесем, былтыр сіздер нет жастарды тарту туралы жобаларды әкелдіңіздер өмірге. Мысалға, Алматының базарында тұратын жастарды тарту, иә? Бұл шаралар қандай нәтиже берді? Рахмет. Қазіргі таңда ол шаралар жақсы нәтижесін көрсетіп жатыр. Біз Алматы қаласының жастар саясаты басқармасымен бірге жұмыстарымызды атқарып жатырмыз. Осы жылда жалғасуда. Арнайы осы жылы жобалар бірге жастарға арналған жобаларды жүзеге асырып жатырмыз. Ол біле білетініңіздей жастар практикасы бар, мамандығы бойынша бастапқы тәжірибе алу үшін. Одан бөлек алғашқы жұмыс орнының жобасы бар. Ол мүлде еңбек өтілі жоқ жас 35 жасқа дейінгі азаматтарға арналған. Одан бөлек жаңағы ұрпақтар келісімшарты жобалары жүзеге асырылып жатыр. Және де міне жастар саясаты басқармасы бойынша әр ауданда жаңағы комьюнити орталықтар ашылып жатыр. Жастарды жаңағы адаптациядан өту үшін әлеуметтік еңбек нарығына бейімдеу мәселелері бойынша жастармен осы жұмыстар жүргізіліп жатыр. Осы жылда жалғасып жатыр. Осы жыл міне 8 ауданда комьюнити орталықтар ашылды. Жастардың жаңағы жұмыспен қамту барысы бойынша да жұмыс атқарылып жатыр жастармен. Сұрақтарыңызға көп рахмет. Еще один дополнительный вопрос. Занятость – это вопрос, который не теряет своей актуальности. Сколько человек было трудоустроено в Алматы в 2023 году и какая отрасль пользуется большим спросом? Можете рассказать подробнее? Ну, вот, как я отметил в докладе, у нас есть два направления трудоустройства. Это на постоянные временные рабочие места в рамках национальных проектов, которые реализуются в нашей стране, и в рамках субсидируемых рабочих мест. В рамках национальных проектов у нас создано 89,9 тысяч рабочих мест, из которых 81% мы людей трудоустроили на постоянные рабочие места, это 72,8 тысяч человек. Что касается субсидируемых рабочих мест, то в 2023 году у нас существуют активные меры занятости, это те меры, которые реализует Центр трудовой мобильности. Значит, из 87,4 тысяч человек, которые пришли к нам на активные меры занятости, были трудоустроены более 41,5 тысяч человек в рамках наших программ занятости. То есть мы можем говорить, что более активные профессии и вакансии, более востребованные, они имеют определенный характер. Это гуманитарные, это технического плана профессии. Например, в сфере, если говорить топ-6
Профессии востребованных отраслей – это образование, воспитание, 571 вакансий, это медицина, фармацевтика, 289, это профессия без квалификации, 231 вакансии. Что касается топ-6, значит, отраслей, куда резюме, да, куда подавали люди, это образование и воспитание, то есть более востребовано, это 2300 резюме было подано, это на преподавателя, учителя, воспитателя, психолога, методиста, инструктора по охране и безопасности. Профессии без квалификации 1700 человек подавали свои резюме, это разнорабочие, санитарки, санитарки, продавец продовольственных товарных организаций, уборщица. Сфера финансы и бухучета 1400 резюме было подано, это бухгалтеры, менеджеры, корректоры по взысканию задолженности. Значит, торговля 1120 это кассиры, рабочие склады, рабочие складов, менеджеры по продажам. Вот соответствующие вакансии и профессии были более востребованы в 2023 году. Но мы видим, что тенденция в 2024 году она схожа, но в целом мы делим профессии по социальной значимости. То есть задача заключается наша в том, чтобы значит, максимально охватить лиц, которые не имеют квалификацию, обучить их и в дальнейшем направить на постоянные рабочие места в рамках наших вакансий. Спасибо за представленную информацию, Бауыржан Жанатович. Құрметті әріптестер, осымен сұрақтар тәмам болса, біз жұмысымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар. Дорогие коллеги, спасибо за участие в пресс-конференции. На этом мы завершаем наш прямой эфир.